Добрый день! Начинаем урок гармонии с учащимися 10 класса. Тема урока «Скачки при разрешении доминант септаккорда и его обращений». С плавным разрешением доминант септаккорда и его обращений вы уже знакомы. Кроме плавного разрешения, доминант септаккорд и его обращения имеют скачковые варианты разрешений. Их использование придает мелодии большее разнообразие и свободу. Среди обращений доминант септаккорда доминантовый секундаккорд допускает наибольшее количество разных видов скачковых разрешений. Прим, квинт, двойные скачки, смешанные скачки. В следующем примере доминантовый секундаккорд представлен в мелодическом положении квинты. В первом такте показано плавное разрешение, во втором такте скачковое разрешение. Скачки квинт. Плавное разрешение. Скачковое разрешение. Скачки квинт. В данном примере представлено скачковое разрешение доминантового секундаккорда, скачки квинт. Еще один пример скачкового разрешения доминантового секундаккорда, скачки квинт. В следующем примере, теме второй части патетической сонаты Бетховена. Тоника, доминантовый секундаккорд в положении квинты, скачковое разрешение в тонический секстаккорд. В данном примере показан доминантовый секундаккорд в положении примы, сначала с плавным разрешением, и скачковое. Кроме того, встречаются двойные скачки при разрешении доминант секундаккорда, скачки в двух голосах. Еще один вид скачков – смешанные скачки. При разрешении доминантового терц-квартаккорда образуются скачки прим и возможен смешанный скачок примы в терцию. Доминантовый квинт-секстаккорд имеет наименьшее количество вариантов скачковых разрешений, а именно нисходящий скачок квинт. При этом в тонике удваивается квинтовый тон, который затем обычно переходит в приму. Скачковое разрешение доминантового септаккорда в тонику используется только в заключительной каденции, причем только от неполного доминант септаккорда в мелодическом положении примы. При противоположном введении крайних голосов образуются противоположные октавы. Параллельного движения крайних голосов
следует избегать. В этом примере неполный доминантовый септаккорд звучит в заключительной каденции и разрешается в тонику скачком прим. Скачковое соединение доминант септаккорда и трезвучия шестой ступени может встретиться и в прерванной каденции, и в середине построения, в прерванном обороте. Скачок возможен также только от неполного доминант септаккорда в мелодическом положении примы. Направлен он к терции трезвучия шестой ступени. Обязательной составляющей в изучении дисциплины гармонии является сочинение периодов на определенную тему. И вот сейчас составим период с использованием скачковых разрешений доминант септаккорда и его обращений. Наш период состоит из 3 предложений по 4 такта. Граница первого предложения обозначена доминантой. Вторая каденция прерванная, где доминантный септаккорд соединяется с трезвучием шестой ступени смешанным скачком. И в заключительной каденции неполный доминантный септаккорд соединяется с тоникой скачком прим. Следующий этап сочинения периода – это использование в каждом предложении скачковых разрешений обращений доминантного септаккорда. Например, в первом предложении применяются скачки квинт при разрешении доминантного секундаккорда, затем далее смешанный скачок примы в терцию при разрешении доминантного терц-квартаккорда, далее уже во втором предложении скачки прим при разрешении доминантного секундаккорда, и далее уже каденции, да, прерванная и заключительная, там уже ранее были обозначены типы скачков. Таким образом, сегодня при объяснении новой темы мы увидели, что при использовании скачковых разрешений неполного доминантного септаккорда, его обращений придают мелодии большую выразительность и свободу. Как обычно, эту тему мы будем закреплять в решении задач, игре периодов, секвенций и, конечно же, анализе музыкальных произведений. Спасибо за урок, всего доброго!